Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Вести Тимана» о самых заметных событиях Сосногорского района в репортажах наших корреспондентов. В студии Полина Вивденко. Смотрите сегодня в выпуске. Бюджет принят. В Сосногорске состоялось последнее в этом году заседание районного совета. Творческая профессия. Сосногорские педагоги блистали талантом на ежегодном фестивале. И в гости к четвероногим. Участники волонтерского объединения «Крылья добра» школы номер 3 посетили собачий приют «9 жизней». На минувшей неделе еще 3 призывника пополнили ряды российской армии. С напутственным словом обратился глава района Ильдар Махмутов. Он пожелал ребятам достойной и честной службы. Отметим, что за весь период призывной кампании в этом году присягу примут около сотни сосногорцев. К другим новостям. Депутаты районного совета провели последнее в этом году заседание. Традиционно работа началась с церемонии награждения и вручения паспортов юным жителям муниципалитета. Документы в честь Дня Конституции получили 8 молодых граждан. Всего же народные избранники рассмотрели почти 20 вопросов. Андрей Калиничев продолжит. Основные вопросы повестки дня касались бюджета. Народные избранники утвердили финансовый документ на следующий год и плановый период до 2026 года. Доходная и расходная части запланированы равными и составят 1 миллиард 559 миллионов 38 тысяч рублей. Также депутаты рассмотрели изменения в бюджете на остаток текущего года. В представленном проекте с учетом поправок в текущем году планируется увеличение доходов на 174 миллиона 809 тысяч рублей. Расходная часть увеличивается на 141 миллион 588 тысяч рублей. Дефицит бюджета уменьшается на 33 миллиона 220 тысяч. Еще одним вопросом, вызвавшим обсуждение, стала поддержка инициативы городского совета об упразднении поселка Иван-Йоль. Сейчас зарегистрированных жителей там нет, как и имеющихся в собственности земельных участков. В целях эффективного решения вопросов местного значения, а также учитывая фактическое прекращение статуса поселка, депутаты инициативу поддержали большинством голосов. Подводя итоги заседания, глава Сосногорского района Ильдар Махмутов рассказал о планах по развитию муниципалитета на ближайшие годы. Один из крупных проектов, предлагаемых к реализации, это строительство завода по производству сжиженного природного газа. Несколько территорий определили, они должны посмотреть и выбрать наиболее подходящее. То есть это Верхнижемский, где ранее был завод, сажевый завод. Он наиболее благоприятный, потому что там идет новая труба, говорится, газовая, и ГРС для подключения есть. Ну и 2 территории в Сосногорске. В завершении Ильдар Махмутов поблагодарил народных избранников за плодотворную и конструктивную работу и выразил уверенность, что эффективное взаимодействие принесет плоды и в следующем 2024 году. Андрей Калиничев, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. 4 новых автобуса получили школы Сосногорского района. Как сообщает Управление образования, глава региона Владимир Уйба передал городским и сельским школам Коми автобусы марки ПАС и ГАЗ. Новый транспорт заменит на действующих маршрутах автобусы школ номер 1, номер 3 и кадетской города Сосногорска, а также школы поселка Вайвош. В Управлении образования отметили, что работа по обновлению автопарка ведется на постоянной основе. В эти выходные в Сосногорске состоялось яркое и масштабное событие – молодежный форум «Вдохновляйся». Мероприятие прошло впервые и собрало активных, идейных молодых людей и опытных спикеров различных сфер деятельности. Напутственное слово всем участникам дал глава Сосногорского района Ильдар Махмутов. Вы активная, позитивная, творческая, стремящаяся к знаниям молодежь, в силах которой менять мир вокруг к лучшему. Сегодняшний форум дает нам уникальные возможности приобрести полезные знания, познакомиться с новыми друзьями, встретиться с профессионалами своего дела и поставить цели на будущее. В рамках форума ребят ждала творческая встреча с военкором, блогером Маратом Хайруллиным на тему «Будь патриотом сегодня важно». Активистам показали документальный фильм о ребятах в зоне СВО и обсудили происходящее в России и мире. В течение дня на форуме работало сразу несколько образовательных площадок.
Территория проектирования, медиа, предпринимательства, искусства, патриотического воспитания и территория первых. Каждый смог выбрать то, что ему по душе, найти единомышленников и предложить к реализации свои идеи и проекты. Специальный репортаж с форума смотрите в ближайшем выпуске нашей программы. В Доме культуры «Горизонт» состоялся второй фестиваль самодеятельного творчества работников образования «Самоцветы». Педагоги Сосногорского района подготовили эффектные номера. Талант учителей и воспитателей оценила наша съемочная группа. Муниципальный фестиваль самодеятельности педагогов в Сосногорске проходит второй год подряд. Главной целью мероприятия организаторы называют эмоциональную разгрузку работников образования в процессе подготовки номеров. Мы закрываем год педагога и наставника этим торжественным мероприятием. Педагоги, коллективы педагогические подготовили массу различных творческих номеров. Нас ждут и танцы, и песни, и сценки, и видеозарисовки. Это такое мероприятие, которое позволит нашим педагогам выдохнуть в конце года, перед Новым годом, набраться новых творческих сил. Фестиваль начался с торжественной части. Были подведены итоги муниципального этапа конкурса «Воспитатель года», который проходил в декабре. Победителем конкурса признана воспитатель Сосногорского детского сада номер 1 Наталья Семейкина. Глава района Ильдар Махмутов вручил ей диплом, статуэтку победителя и денежный приз. Он также обратился ко всем педагогам с приветственным словом. Ваша профессия, она очень нужная. Ваша профессия – это вы те люди, которые с детских лет, с самого маленького возраста начинают вести ребенка, начинают учить различным, как говорится, предметам, да, и от того, как вы, что вы вложите в маленького ребенка, в маленького человечка, от этого зависит дальнейшая судьба. Также глава муниципалитета поздравил учителя английского языка гимназии Екатерину Игнатченко, портрет которой был размещен в День учителя на аллее педагогической славы в городе Сыктывкаре, как признание труда и заслуг в воспитании будущего поколения. Учителю была вручена миниатюра стенда аллеи. После торжественного награждения педагогов стартовал фестиваль. Все участники долго готовились к нему, репетировали и сами шили костюмы. Среди выступлений было немало номеров с русской народной тематикой. Хоровод русский народный, потому что мы считаем, что русские народные песни, они несут в себе и подсказки, и любовь, и опыт наших предков, и наставления. Номер у нас связан с старинными русскими народными песнями «Кошка бараня». Подготовка принесла положительные эмоции, она сплотила наш коллектив трудовой. Также мы подтянули своих коллег для просмотра данного сегодняшнего мероприятия. Поэтому все равно такие мероприятия очень хорошие, полезные. Креативные педагоги детского сада номер 10 выступили с оригинальным номером «Развеселый перепляс», в котором гармонично сочетались кукольный театр и хореография. Захотелось что-то новенького, интересненького. И вот как-то родилась вот такая идея. Девочки меня все поддержали, все мои коллеги участвовали. Репетиции, девочки, было сложно. Было очень весело, да. Репетировали как могли в тихий час, урывками. Более 20 школ, детских садов и центров творчества Сосногорского района представили творческие номера. В финале каждый коллектив был отмечен дипломом и памятным подарком. Как на сцене, так и в зале царила душевная атмосфера приближающегося праздника. Мария Ледовских, Полина Вивденко, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Участники волонтерского объединения «Крылья добра» школы номер 3 посетили собачий приют «9 жизней». Они привезли корм для животных, который собрали в рамках школьной акции.
В приюте ребята были впервые и остались под самым приятным впечатлением. Здесь очень много собак, и они все очень классные. Они игривые, добрые. Я думаю, что такие акции нужны, потому что их очень сложно содержать. Мы будем как приходить и помогать волонтерам. Также снег можем почистить и в будках прибраться, а также и накормить и напоить животных. Школьники сразу решили, что будут навещать четвероногих регулярно. Волонтеры также узнали, что над наиболее приглянувшимися жителями приюта можно взять шефство. Мы возьмем шествие над 3 собаками, нам уже понравились они. Вот к Анастасии Викторовне все липли. Будем приезжать еще, кормить, ухаживать, как-то помогать приюту. Сфоткаемся, выложим в нашу группу школы, чтобы каждый приезжал. Каждое воскресенье работники приюта 9 жизней приглашают в гости всех желающих. Вы можете привезти животным вещи и еду, погулять с ними и по желанию помочь в несложной работе по хозяйству. Подробности в группе ВКонтакте «9 жизней. Благотворительный фонд. Город Сосногорск». И в завершении выпуска коротко о погоде. В ближайшие дни сосногорцев ждет потепление. Температура поднимется от -8 до -2 градусов днем. Утром и вечером ожидается от -12 до -2 к середине недели. Погода будет пасмурной, с мокрым снегом, ветер усилится. На этом пока все. Новая информация в ближайших выпусках нашей программы. Всего доброго и до свидания. Военная служба по контракту. Работа для настоящих мужчин. Для заключивших контракт предусмотрены социальные льготы, гарантии и выплаты. Подробности по телефону в Сыктывкаре 32 15 88.